Вернемся все-таки к непосредственно нашей главной теме разговора, тем более, что с нами на прямой телефонной связи сейчас депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Федот Семенович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а на ваш взгляд, какой должна быть господдержка нашей фармотрасли? Это кредитование или, допустим, субсидирование непосредственно предприятий, производителей? Может быть, ограничение, очередной какой-то барьер для ввоза импорта? К примеру, у нас уже есть отечественные аналоги импортные, просто нам не нужны, мы их запрещаем закупать, да? Или, может быть, это повышение спроса населения какими-то дотациями на наши отечественные лекарства? Но на самом деле у нас есть целая программа по поддержке отечественных производителей, по развитию нашей фармацевтической промышленности. И мы наблюдаем, что вот за последние годы у нас самыми быстрыми темпами развивается у нас фармацевтическая промышленность. Каждый год 10-11% роста. А вот в чем эта программа заключается? В чем заключается эта поддержка? Это субсидирование или что? Значит, ну вот это называется у нас первый шаг — это локализация, то есть создание и стимулирование создания производства лекарственных средств у нас в Российской Федерации. Это первое. Второе, конечно, вы говорили о государственном регулировании на цен на жизненно важные лекарства. Да. Так? Это тоже важная социальная составляющая государственной политики, но в то же время вот методика, которая сегодня действует, она, мягко говоря, не совсем способствует, чтобы наши производители могли производить дешевые лекарственные средства. Дело в том, что значит, цены устанавливаются, значит, индивидуально, а надо было бы немножко изменить эту методику, чтобы на аналогичные лекарства была средняя цена. Тогда бы было стимулирование конкуренции. Вот, например, осенью была такая ситуация, когда в связи с падением рубля, значит, мы за сырье фармсубстанции покупаем за доллары, значит, возникла такая ситуация, когда вот в ценовом сегменте до 50 рублей, до 100 рублей, да, значит, она стала нерентабельной. И производители вышли с предложением... Ну вот, собственно, как раз мы об этом сейчас и говорим. Да. Они вышли с предложением, чтобы поднять цены, опустить до 50 рублей. Тогда сам рынок отрегулировал. Но я знаю, что с этим предложением не согласились. Да, правительство, к сожалению, не согласилось. И что мы получили? Мы получили рост цен, потому что дешевые они просто перестали производиться, и все равно вынуждены покупать уже по высоким ценам иностранные аналоги. Вот я думаю, что это крупная ошибка правительства. В этом плане надо было бы быть гибче. И когда мы говорим, вот у нас на жизненно важные выросли всего на 7,7%, на самом деле на рынке около 30% роста. И это мы должны учитывать, и правительство должно как раз при регулировании, при определении значит, предельных цен, значит, и на розничные, и на оптовые поставки быть более гибким для того, более, чтобы учитывать интересы наших отечественных производителей. Федот Семенович, спасибо вам большое за комментарий. У нас, к сожалению, время эфира ограничено. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Федот Тумусов.